В работе ветеринара главное понимать, что ты нужную профессию выбрал. Медицинский врач лечит человека, а ветеринар лечит человечество. Медицинский врач лечит узкую область, а ветеринару приходится большой объем охватывать. Анатомия у всех разная. Это проблема оперативная. То есть это надо делать. Да, это делать надо операцию. Мысль о враче появилась, наверное, в 10 классе, когда я первый раз роды у коровы принимал. Мы жили всегда в сельской местности, вот и мне это понравилось. А к медицине, наверное, лет с 5. То есть я постоянно, когда что-то мама делала, разделывали курицу, там тушку какую-то, я говорю, ты не так, ты разрежь, открой, а я посмотрю, что внутри как лежит. Папа, правда, ругался, думал, что я маньяком каким-нибудь вырасту. Мама говорила, какой маньяк, может быть, все-таки врач будет. Ну, вот, в общем, врачом и стал. Ветеринарным. С людьми тяжело. Я думал, что в ветеринарии буду работать где-то с животными, без людей, без никого. А тут, оказывается, и с людьми приходится, и с животными. Чтобы понимать животное, что болит и как болит. Опыт, навыки – это, конечно, хорошо, но это как с детьми, которые приходят к тебе на прием, ты смотришь, владельца спрашиваешь, владелец молчит, либо что-то не то начинает рассказывать. Вот, и приходится в глазки-то тоже заглядывать и понимать, что болит, в каком состоянии, активный, радостный, либо же он вялый, пассивный, что-то его беспокоит. Поджал живот, лапки хромают, что-то еще такое. В общем, много нюансов, на которые надо обращать внимание. Наверное, как следователь в прокуратуре сидит, допрос ведет, и вот на все тонкости, куда руки ложит человек, потеет, не потеет, глазки бегают. Вот на это все надо внимание обращать обязательно. Никаких травм не было, падений, ушибов, на улице где-то. Нет, она дома прыгнула. Но они на передние лапки прыгают. Я не знаю, как она прыгнула. Перепрыгнула. Через что? Через сушку. Боится пылесоса. А, Дала значение, отдали. вот что-то. А лапа вот так была в сторону? Вот она у нее после этого вот так вот. У него вывих может быть. А ну-ка, стой. У него, скорее всего, вывих. Наверное, Надо рентген сделать. Сейчас мы пойдем с вами делать рентген. Скорее всего, вывих. Пойдемте. Вот смотрите, подойдите, пожалуйста, я вам покажу. Вот смотрите, здесь сразу видно и норму, и патологию. Вот это норма, это левый. То есть вот он в ямке в своей суставной впадине, где нужен, а здесь вот суставная впадина, и вот оно бедро. Видите, да? Да. Это проблема оперативная. То есть это надо делать. Да, это делать надо операцию. Для того, чтобы диагностировать все хорошо и чтобы квалифицированно помогать, необходимо иметь оборудование. Когда ты пальцами пощупал, это хорошо, но когда ты пальцами пощупал и еще сделал при этом рентген, ты уже знаешь, что вот эти ощупывания пальцами, что ты нащупал. И тебя это развивает. То есть завтра он перестанет работать, но я буду работать точнее и лучше, чем тот, у кого этого не было. В работе ветеринара главное понимать, что ты нужную профессию выбрал.
Если ты не понимаешь этого, то какой бы ты ни был начитанный и знаниями не обладал, звезд с неба ты не будешь хватать. Своим трудом много добьешься, но не имея таланта и желания, ты на нет сойдет человек. Устанет. Физически, морально устанет. Животное от человека отличается только внешним видом и размерами. Только этим. Всё. Это тоже животное, тоже живой организм, тоже сердце, те же почки, легкие, тот же набор органов, если так можно сказать. Поэтому, когда приносят животное, я не понимаю тех людей, которые стоят рядом с пришедшим, знакомые, близкие, хихикают и говорят: ну а что ты там, оставь его в покое, собака и собака. У меня животные есть. У меня есть 2 собаки. Одну собачку мне дворняжку принесли, совсем маленькую, их было 5 щенков. У нас работала девушка, она сейчас сама работает. Вот, она подобрала их на мусорке и одного мне подарила. У меня как раз собаки не было. Вот, у меня есть кошка, кот, котенок. И еще недавно собачку тоже выбрасывали, кавказскую овчарку. Я крупных собак люблю. Вот, и забрал, но она болела, ее владелец отказался лечить. Вот, сказал выбросить ее. Я полечу, сейчас бегает. Вся семья ей радуется. Животные. У меня друг есть, он человеческий врач, и мы когда сосед говорит: Михаил, ты мне скажи, вот они же молчат, говорит, как вы их понимаете? Я, говорю, всегда поражался 2 врачам. Поражался педиатром и ветеринаром, говорит, не пойму, как вы их понимаете. Ручку дай мне, пожалуйста. Так, сейчас прививку сделаем. Медицинский врач лечит человека, а ветеринар лечит человечество. То есть, ну это так, хорошо запоминающийся такой момент был. Но это нельзя говорить. Медики обидятся. Они и так на нас обижаются постоянно. Медицинский врач как бы лечит узкую область, а ветеринару приходится большой объем охватывать. То есть тебе надо и хомячков знать, и ящерицу знать, и рептилии остальные, которые туда попадают, собаки, кошки, лошади, коровы. Анатомия у всех разная. Приходится это все по чуть-чуть набирать какие-то знания для себя, чтобы потом можно было квалифицированно помочь. У вас вот дома покой, наблюдать. То есть никаких нагрузок, никаких скаканий, лишний раз мимо проходя не надо ее дергать. Хорошо? Да. Вы попадете к нам в воскресенье, 4 числа. Ну как раз. 4 числа попадете, там у нас короткий день, не позднее часа надо приходить. Хорошо? Все поняла, да. Спасибо. Управляйте. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.